Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Йоу-йоу-йоу! Ассаламу алейкум, курметты көрермендер! Приветствуем вас, наши дорогие читатели! Как вы заметили, я сегодня без Алены. Она уехала в Караганду на турнир Найза 68, о котором я чуть позже расскажу. Ну что ж, новости готовы, давайте разбирать. Погнали! Сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира, который, кстати, проходил в Астане. Казахстанские спортсмены завоевали аж 13 медалей, а именно 4 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. В тройку лучших также зашли команды Польши и США. Билал Мухаммад утверждает, что чуть не довел Камару Усмана до слез во время их невышедшего подкаста. Я просто обрушил на него столько факты и правды. Я думаю, что его эго настолько велико и что я настолько его задел, что он начал ныть. Он привык общаться со всякими идиотами типа Колби Ковингтона и так далее. Но когда перед ним кто-то умнее, гораздо более остроумный, я думаю, что его эго настолько высоко и что его настолько задело, что он чуть не расплакался. Ведь когда ты сидишь и перед тобой сидит настоящий чемпион, а ты чемпион из прошлого, это просто не укладывается в голове. Правда ли Камару чуть не заплакал, правда ли у него были такие эмоции, мы не знаем, но мы знаем, что спонсор наших спортивных эмоций 1xBet. Федерация бокса России лишила лицензий Hardcore FC и Hardcore Boxing. Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими правил видов спорта бокс и регламента взаимодействия субъектов кулачного боя и взаимодействия субъектов профессионального боя, говорится в заявлении. А вот как отреагировал глава лиги? Дальнейший спортивный путь лиги Hardcore Fighting Championship продолжится уже в другой спортивной профессиональной федерации с новой философией, с новой концепцией и пересборкой бренда. Все намеченные съемки, мероприятия и турниры остаются без изменений, написал Анатолий Сульянов в социальных сетях. В Алматы задержана группа вымогателей, среди которых были спортсмены ПОП-ММА. Вы не ослышались. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Алматы совместно с представителями Комитета национальной безопасности Республики Казахстан провели операцию по задержанию преступной группировки на территории мегаполиса и Алматинской области. Установлено, что группа занималась вымогательством денежных средств у предпринимателей. В составе преступной группировки входили спортсмены ПОП-ММА. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Но, к сожалению, имен и лиц задержанных мы пока знать не можем. В ходе следствия это не распространяется. Пишите в комментарии, кто это может быть. Мы сами не знаем, сами в недоумении. Наш любимый Шавкат Рахмонов высказался по поводу предстоящего боя против чемпиона Билала Мухаммада в интервью «Вестник ММА». Непобежденный казахстанский боец сказал, что это новый бой, новая цель и еще одна ответственность, еще одна ступенька, которую нужно пройти и подняться выше. Я хочу стать чемпионом UFC, я стараюсь максимально, я выжимаю из себя все и работаю усердно. Посмотрим, нельзя недооценивать Билала Мухаммада, потому что он очень хороший боец, у него хороший темп, он хорошо сушит, у него хорошая тактика. Я думаю, что мне будет непросто, но я дерюсь до конца и всегда показываю свой характер. Посмотрим, насколько у меня хватит сил, я проявлю свои навыки по максимуму, сказал Шавкат Рахмонов. Мы все ждем этот бой за титул, за чемпионство, со всеми эмоциями, которые у нас есть внутри. Ну а спонсор наших спортивных эмоций 1xBet. А мы переходим к анонсам, друзья. Где? В Караганде. Именно там в субботу 19 октября пройдет турнир Найза 68. Главным боем вечера станет поединок обладателя объединенного пояса Найза и Fight Nights Фаниля Рафикова против персидского дагестанца Мухаммада Хайбати. Перед поединком Ногай пообещал вытряхнуть персидский ковер, а персидский дагестанец ответил, что депортирует Ногая. Правда, куда, непонятно, ведь Фаниль является гражданином Казахстана. Но бой обещает быть зрелищным, обязательно его посмотрите, не пропустите. Соглавным событием вечера пройдет поединок между карагандинцем Аблайханом Шаратовым и индейцем
Сагаром Кашьяпом. Аблайхан перед переходом в ММА был членом сборной Казахстана по дзюдо и был в хороших отношениях и остается с олимпийским чемпионом Ельдосом Сметовым, который, кстати, также посетит турнир. Также в главном карде состоится интригующий поединок, который фанаты ждут уже полгода. Тамерлан Саралапов подерется с Ельжаном Гасановым. Победитель пары станет претендентом на пояс в легком весе. Ну а после турнира Найза нас ждет возвращение большого и сильного Фрэнсиса Нгану. После 2 боев по боксу экс-чемпион UFC возвращается в ММА. Турнир ПФЛ Суперфайт пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В главном бою Нгана подерется с чемпионом в тяжелом весе бразильцем Реннаном Феррейра. В коу-мейн-ивенте выступит еще один экс-боец UFC Крис Сайберг. Ее соперницей станет Лариса Пачека. Бой пройдет за вакантный пояс в полулегком весе. Ждем хороших боев и эмоций вместе с 1xBet. Ну и, конечно же, UFC Fight Night в Лас-Вегасе. В главном бою вечера 14 номер рейтинга в среднем весе бразилец Мишель Перейра подерется с американцем Энтони Эрнандесом, который занимает 13 место. В соглавном событии вечера сразятся 2 американца. Это 10 номер Роб Фонт разделит клетку с 12 номером Кайлером Филлипсом. Ну и, конечно же, бой нашего любимого Асу Алмабаева. В данный момент Асу занимает 14-ю строчку наилегчайшего веса. Его соперником на турнире станет бразилец Матеус Николау, который занимает 7-е место. Благодаря победе Зульфикар может ворваться в топ-10. Его бой начнется примерно в 3:30 ночи, а посмотреть можно будет его на UFC Fight Pass. Там, кстати, сейчас акция 3 месяца по цене 1 месяца. В принципе, неплохое предложение. Ну и 22 октября в Абу-Даби состоится турнир УАЕ Warriors 55, в главном бою которого подерутся азербайджанец Тахир Абдулаев и узбекистанец Хатам Байназаров, сообщает Спорт Плюс Казахстан. Также в карде выступят 2 казахстанца. Наш боец откроет турнир, это Самир Ахмедов, который дебютирует в лиге поединком с россиянином Улубием Амиржановым. Также в карде выступит Еркин Дарменов, идущий с рекордом 1-1. Его соперником станет бывший боец ПФЛ, бразилец Карлос Леал. А мы переходим к цифрам. Две медали привезли казахстанские дзюдоистки из Узбекистана. Екатерина Токарева и Камила Берликаш завоевали 2 бронзовые медали на чемпионате мира по дзюдо среди военнослужащих в Ташкенте, сообщает Спорт Плюс Казахстан. 15 миллионов долларов. Именно столько Гегард Мусаси подал иск в суд на ПФЛ и Беллатор на 15 миллионов. Боец утверждает, что Беллатор нарушил контракт, в том числе и после того, как его купил ПФЛ. Мусаси требует возмещения ущерба в качестве компенсационных, косвенных и справедливых денежных убытков. В переписке между представителями ПФЛ Беллатор и представителями Мусаси гонорар упоминается как проблема, несмотря на его контрактный статус. А поскольку Мусаси не мог провести бой в другом месте по контракту, в иске выдвигаются обвинения за нарушение контракта. Ну что ж, друзья, на этом мы завершаем наш выпуск. С вами был Диса. Спасибо, наши дорогие зрители, что с нами. Ставьте лайки, нажимайте колокольчики и пишите комментарии. Спасибо за эмоции. 1xBet. Мы прощаемся до вторника, где обязательно разберем все по полочкам. Удачных выходных. Увидимся во вторник.